Первый объект, который посетила наша съемочная группа – салон красоты «Лидея» на центральном рынке столицы. На дверях салона памятка, призывающая с ответственностью и пониманием относиться к необходимым требованиям безопасности. У входа внутри стоят антисептики. Однако большая часть сотрудников салона работала без масок и даже не смогли объяснить, почему. Почему вы не соблюдаете масочный режим? Я работаю, не могу отвечать. Вы слышали, что ежедневно умирают люди? Во втором зале салона также сотрудники были без масок, однако при виде камеры засуетились. И среди посетителей были и те, кто не соблюдал масочный режим. Мастер маникюра Софья говорит, что в ее работе без маски никак нельзя. И она масочный режим соблюдала и до пандемии. Косметолог Виктория Мурадян уверяла, что их салон соблюдает все меры предосторожности. Всегда по-разному принимаем, но просто когда клиент близко контакт, где работаем, конечно, одеваем масочки. А так это невозможно целый день в маске сидеть. Когда у нас вентиляция хорошая, мы проветриваем помещение, у нас специальные вытяжки есть, мы периодически окна открываем. Далее мы направились в парикмахерский салон «Орион», там же на рынке. И здесь сотрудники были без масок, но при виде нашей съемочной группы парикмахеры очень быстро надели средства защиты. Мы соблюдаем всегда масочный режим. У нас сейчас временно просто сняли, потому что все здоровые вроде, и поэтому сняли. Как вы можете знать, человек здоровый или нет? Ну, не знаю, девушка, вот как-то у меня всегда маски с собой. Иногда задыхаемся просто. У нас маленькое помещение, поэтому... А с клиентом вы требуете с ваших посетителей? Обязательно. Но с маленьких нет. А клиент обязательно у нас в маске сидит. У нас все есть, и санитайзеры, и перчатки, и все, когда надо, мы всегда одеваем. А вот в салоне «Леди Стайл» хоть посетителей было и немного, но зато все в масках. На каждом столе стоят антисептики. Как нам сообщили, если у посетителей нет масок, то их на месте раздают бесплатно. Мы побывали еще в одном салоне красоты «New Fantasy». Здесь все мастера работают в масках и перчатках, и посетители тоже в средствах защиты. В помещении работает циркулятор воздуха, стоят антисептики. Однако мы заметили, что социальная дистанция здесь не соблюдается. Сегодня вышло так, что у нас дополнительно пришлось выйти некоторым мастерам, а так у нас соблюдается дистанция всегда. Все клиенты сидят через раз, то есть допустимое расстояние соблюдается. Следующая наша задача – узнать, как соблюдаются меры предосторожности в общественном транспорте. Практически большая часть пассажиров пренебрегает правилами безопасности. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы соблюдаете, да, масочный режим ежедневно? Обязательно. Постоянно соблюдаем, постоянно одеваем. А вот ваши пассажиры, мы сейчас смотрим, не все одевают маски. Вы их предупреждаете, когда они заходят? Ругаю их, говорят, вот имеем, вытаскивают, не одевают. А так в основном одеты все. Нельзя не отметить тот факт, что некоторые водители надевали маски только при виде камеры. Некоторые из них говорят, что при входе в транспорт они предупреждают пассажиров. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в вашем маршрутном такси все соблюдают масочный Да, режим? его сейчас я предупредил, без маски я не буду возить. Соблюдают. Пожалуйста. А вы пассажиров стоя перевозите? Стоя я не перевожу, но бывает иногда заходят, и они не... Как вот говорим, иногда не выходят, стоят и вот так вот ездят. Так вот нет. А в случае, если у пассажиров нет масок, что вы делаете? Вы их не сажаете? Я предупреждаю и, конечно, не этот... Но много ли вообще бывает нарушений, да? Ну, бывает, да. Мы также посетили несколько торговых точек. В магазине «Анаша» на центральном рынке кассир была без маски, но и посетителей в это время тоже не было. Я же говорю, он у меня упал и... Где он? Консультант Алла рассказала, что они просят посетителей надеть маски и предлагают воспользоваться антисептиком, однако не все прислушиваются к их просьбам. В продуктовом магазине «Золотой колос» на турбазе нам не особо были рады. Продавцы обслуживали посетителей без масок, но уверяли нас в обратном. Что, видите, вот все, маски у нас все есть при себе. Почему вы не одеваете, когда вы обслуживаете клиентов? Все, будем одевать. Почему вы были без маски, можете сказать? Я была в маске. Вы только что были без маски, мы вас засняли. Я просто поменяла маску. Вот у меня вторая маска. То есть вы так обслуживаете людей, да, в маске? Да. Мы только что видели вас, вы обслуживали людей без маски. Вы понимаете, я периодически меняю маски. У меня их несколько штук. Я каждые 2 часа меняю, то есть маску. А как не все были в масках? Ну, покажите. В связи с тем, что задыхаются люди. Целые сутки в масках стояли.
В магазине Бабаевский мы столкнулись с аналогичной ситуацией. Кассиры обслуживали покупателей без масок, ссылаясь на то, что они задыхаются или у них на нее аллергия. Конечно же, за один день невозможно посетить все места массового скопления людей. Но очевидно, что в большинстве своем в этих местах не соблюдаются меры предосторожности. Каждому из нас стоит проявить ответственность и соблюсти элементарные нормы безопасности, чтобы не пополнить списки заболевших коронавирусной инфекцией. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.